أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Продолжаем чтение книги сборник хадисов Мухаммад Асад аль-Ирбили Канзуль Гирфан, в которых собраны хадисы из таких знаменитых источников, как Сахих Бухари, Муслим, Тирмизи, Сунан ибн Абу Дауд, Канзуль Хакаик, Мунави и других таких, Суюти, Джамиус Сабир и других таких важных источников хадисов. Сегодня глава о превосходстве Умара ибн Хаттаба, радiyallahu та'аля анха. Баб фи фазлил Умар. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: «Инна Аллаха джа'аля аль-хакка аля лисани Умара ва кальбихи». То есть Аллах, субхану ва та'аля, вложил истину в уста и в сердце Умара ибн Хаттаба. То есть этим он дает понять, Мухаммад саллиллаху дает понять, что он действительно истинный, на пути истины, и действительно такой искреннейший и очень преданный исламу, один из тех сподвижников, которые будут продолжать его дело после того даже, как он переселится, как Мухаммад саллиллаху переселится в мир иной. Второй хадис: «Аль-хакку ва фи риваяти ас-сидку ба'ди ма Умара хайθу кана». То есть хак — истина, или же искренность в другом риваяте ас-сидк вместе с Умаром ибн Хаттабом, говорит Мухаммад саллиллаху в его речах, с ним вместе, где бы он ни был. То есть Мухаммад саллиллаху, когда обращался к Аллаху, чтобы Аллах укрепил эту религию, он говорил, чтобы укрепил двумя самыми сильнейшими из нашей общины, из общины курайшитов, говорит он, и имел в виду Абу Джахля или Умар ибн Хаттаба. Аллах субхану та'аля выбрал Умар ибн Хаттаба, и из-за этого Мухаммад саллиллаху в своих высказываниях, которые приводят в Тирмизи, в Муслим, в Бухари, в книге Адаб, приводится такой, что он возвеличивает Умара ибн Хаттаба в таком, то есть возвеличивает не в том виде, как и мы возвеличиваем пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, или Аллаха, но он сам говорит о нем такие искренние слова, что Умар ибн Хаттаб наискреннейший, наипреданнейший исламу, тот, который действительно был честнейшим из сподвижников, честнейшим из мусульман, и выше которого стоит только Абу Бакр ас-Сиддик среди сподвижников. «Лау кана ба'ди набийюн, лакана Умар ибн аль-Хаттаб», говорит Мухаммад саллиллаху по этому поводу. То есть, если бы после меня пришел еще какой-нибудь пророк, наби, то это был бы непременно Умар ибн Хаттаб. Почему? Да потому что по некоторым вопросам, которые он задавал Мухаммаду саллиллаху алейхи вассалям, и через вахи, через откровение Аллах субханаху ва та'аля отвечал на вопросы Умара. И таким образом на те вопросы, которые задавал Умар ибн Хаттаб пророку Мухаммаду саллиллаху алейхи, Аллах отвечал и говорил, что: «О пророк, о мой любимец, о Мухаммад алейхиссалату вассалям, сделай так, вот по этому вопросу, который тебе что задан, вот ответ вот такой». То есть даже Аллах субхану ва та'аля обращал внимание на вопросы Умара ибн Хаттаба. «Ма талаати шамсу аля раджулин хайрун мин Умара». На этой земле никогда не восходило солнце еще над более лучшим из моих сахабов, таких как Умар ибн Хаттаб. То есть не было на земле еще такого человека, говорит Мухаммад саллиллаху, имеется в виду после него и после Абу Бакра Сиддика, наипреданнейшего исламу и честнейшего, чем Умар ибн Хаттаб. Почему Мухаммад саллиллаху так очень доброжелательно
упоминает о вот этих 4 халифах, да потому что он знал, Аллах Субхану ва Тааля предсказал ему и показал, что после того, как возникнет смута, и его община разделится на многие группы и течения, и некоторые из этих групп начнут говорить плохие слова, иногда даже проклинать его самых любимейших сахабов, Абу Бакра Сиддика, Умар ибн Хаттаба, Усмана ибн Аффана, мать правоверных Аишу. Аллах Субхану ва Тааля предсказал, он предвидел, Мухаммад ﷺ предвидел это через откровение. Из-за этого он для нас, для будущих поколений, он высказывался так, что не было лучшего человека, чем Умар на земле, над которым бы восходило солнце на этой земле, говорит Мухаммад ﷺ. То есть он тем показывает, что начиная от зарождения жизни человеческой на этой земле и до судного дня лучшим из людей является Умар ибн Хаттаб, лучшим из людей, лучшим из подвижников, лучшим из мусульман. Конечно же, после Мухаммада, саллиллаху и после Абу Бакра Сиддика. Аллахумма аиззад-дина би-Умара ибн ал-Хаттаб. О Аллах, укрепи религию ислам Умар ибн Хаттабом, просил Мухаммад саллиллаху. Это было как дуа, как мольба, как обращение к Аллаху. Он обращался к Аллаху: о Аллах, укрепи ислам, потому что это было то время, когда и они чувствовали очень сильное давление со стороны мушриков, язычников мекканских и кафиров, неверных, те, которые действительно издевались над мусульманами, оскорбляли Мухаммада, саллиллаху. И он был некоторое время беззащитен от этих злых нападков со стороны неверующих и со стороны язычников мекканских. И обратился к Аллаху, думая, что если Аллах не спошлет на сердце одного из 2 самых крепких, самых строгих старейшин Мекки, таких как Абу Джахль или Умар ибн Хаттаб, то он думал, что все-таки изменится в лучшую сторону. И когда Аллах Субхану ва Тааля избрал Умара ибн Хаттаба, люди, сподвижники пророка Мухаммада, саллаллаху, некоторое время начали открыто, уже радуясь тому, что пришел наисильнейший среди них, которого боялись язычники мекканские, те, которые отвергали и оскорбляли всех мусульман во главе с Мухаммадом, саллаллаху, пришел Умар ибн Хаттаб, которого очень многие боялись, и думая, что наконец-то появился такой защитник, и среди них сильнейший, и они начали открыто показывать свои отношения к Аллаху. И Аллах исполнил просьбу Мухаммада, саллиллаху, привел Умар ибн Хаттаба к исламу. И очень интересный случай, это когда язычники, когда те, которые отрицали Мухаммада, саллиллаху, и всех сподвижников, отрицали ислам и Аллаха, они в одно время обратились к Умару ибн Хаттабу и сказали: о Умар, вот ты ратуешь за наших божеств, за наших идолов и очень преданный им, а в то же время твоя сестра и зять твой поклоняются религии Мухаммада. Да не может быть! Воскликнул Умар ибн Хаттаб. Он так разозлился и, схватив меч, пошел в дом своей сестры. И в это время они читали суру из Корана. И он, услышав, зашел в дом, ударил зятя и ударил сестру. Где то, что вы читали, дайте мне, и я хочу услышать, прочтите мне еще раз. Воскликнул он, вскричал он. И потом, когда сестра начала читать дрожащим голосом аят из Корана, он заплакал. Умар ибн Хаттаб заплакал и сказал: поистине, я таких слов никогда не слышал. Я принимаю религию Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и стану его преданнейшим другом. И кто посмеет на него
протянуть руки и оскорбить его, тот будет встретиться со мной, крикнул он язычникам. То есть Аллах Субхану ва Тааля в один миг раскрыл его сердце исламу, потому что мольба пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи салям, достигла сразу же взора Аллаха, слуха Аллаха, и Аллах Субхану ва Тааля укрепил ислам. Аллахумма аиззиль ислам, аиззиль дин, просил он. Рида Аллахи, рида Умар, рида Умар, рида Аллах. Если доволен Аллах, то значит доволен и Умар, говорит Мухаммад, саллиллаху алейхи салям. А если доволен кем-то из вас Умар вашими деяниями, то значит доволен и Аллах. То есть Аллах Субхану ва Тааля очень приблизил к себе, сделал своим близким Умар ибн Хаттаба, и все то, что делало довольным Умар ибн Хаттаба, остальных мусульман, остальных людей, это было показателем того, что Аллах Субхану ва Тааля доволен этими людьми. Через довольство Умара Аллах Тааля показывает свое довольство, говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, в этом хадисе. Умару ма'и ва ана ма Умар, валь хакку ма Умар хайθу кана. Умар от меня, и я вместе с Умаром. И хак, истина, в Умаре ибн Хаттабе, где бы он ни был, говорится в одном из хадисов, Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, высказывает, что Умар от меня, то есть он самый приближеннейший из сахабов. И я вместе с Умаром, говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, то есть мы очень близки, он очень близок ко мне, и я очень сильно его уважаю. И истинно глаголит устами Умара, в каком бы положении он ни был и где бы он ни находился. «Лаулям уб'аth фикум лабу'иса Умару фикум». Если бы Аллах не послал меня посланником своим к людям, к вам, говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, то он непременно бы сделал посланником Умара ибн Хаттаба. То есть Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, объясняя нам и своим сахабам, и будущим поколениям, говорит, что стремитесь достичь того состояния, которое достигали Абу Бакр Сиддик, Умар ибн Хаттаб и все те, которые были близкие ему сахабы, все 4 его праведных халифа и 10 тех, которые были обрадованы раем уже в этом мире, и асхаба Суфа, и все его сахабы. Стремитесь достичь этого состояния, как бы внемлет нам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, как бы он обращается к нам, и вы будете близки ко мне. А если вы будете близки ко мне, то значит вы полюбите меня. Кто полюбил меня, тот полюбил Аллаха, говорит в одном из своих хадисов Мухаммад, саллаллаху алейхи салям. Вы знаете, вы всегда будете рядом с теми в последующем мире, в ахирате, с теми, кого вы очень сильно любили. Если мы будем любить всех этих сахабов, то мы непременно будем вместе с ними и вместе с тем, кого они очень сильно любили, то есть с Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. А Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он будет в высших слоях рая и самым приближенным к Аллаху из числа творений на земле с начала творений этого мира, этих всех 18 тысяч миров, и до конца. Не было такого человека, который был близок к Аллаху. Это Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Если мы полюбим и будем уважать вот этих сахабов, мы будем уважать и любить пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и это значит, что мы достигли любви Аллаха. О Аллах, прости нам наши грехи и поведи путем праведников, путем тех, которых Ты облагодетельствовал, путем пророков, путем посланников, путем аулия своих друзей, и введи нас в сады благодати и рай,
и убереги нас от зла огня гиены. Раббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина адабнар. Аллаху акбар.